Амина Маслова 2 жыл мурда эле анна болчу. Ал 2019-жылы ислам динин кабыл алып, мусулмандарга тиешелүү болгон 5 парызды аткарууга аракеттенип келет. Азыр үй бүлө мүчөлөрү менен орозо кармашууда. Ал эми анын тестер кыздары апасына дастаркон даярдоого жардамдашууда. Очень сильно изменилось питание, теперь уже оно получается, то, что было запретным, мы уже не едим. Очищение организма происходит очень, ешь те продукты, которые Аллах дозволил, и получается насыщаешься больше, чем теми, то, что было недозволено раньше. Совершаем 5-кратный намаз, читаем утро. Сейчас действительно держим пост, встаем на сухур, потом молимся, делаем намерение на пост. Также в течение дня делаем зикры, молимся, просим Аллаха облегчить в посту, чтобы пришло больше смирения, больше понимания Его религии, чтобы Аллах открывал сердце к правильному поклонению, чтобы не было места там для шайтана в нашем сердце, чтобы Он укрепил и наставил нас на путь правильный и удержал нас, самое главное, на этом пути, чтобы мы с него не свернули. Дети держат, да, вот, дочь держала пост, но у нее потом немножко проблемы со здоровьем начались, она оставила пост. Сын младший, вот ему 12 лет, он тоже пост держит, старший сын 18 лет пост держит, брат, я, муж по состоянию здоровья пост не держит. Он астматик, он задыхается, поэтому он держать не может пост по состоянию здоровья. Вот когда помолишься, да, становится намного легче. Даже во время молитвы плачешь иной раз, или о чем-то молишься, так аж слезы катятся на глазах. То есть чувствуешь вот эту близость, то, что ты разговариваешь с самим Аллахом, и Он тебя слышит и отвечает, причем незамедлительно. Да, я тоже имя поменяла. Меня звали до ислама Аня, сейчас меня зовут Амина. У детей наших тоже мы имена изменились. У мужа имя поменялось. В общем, мы начали новую жизнь с новыми именами. После него сын был Дима, сейчас он Дауд. Дочка была Вероника Сара. Это была Марина Марьям. Данил Данияр, девочка, которая убежала, София. И еще один Абдулязиз. Он был Сергей, стал Абдулязиз. Каарманыбыз ислам динин кабыл алгандан кийин жашоого болгон көз карашы, айланасындагылардын да ага болгон мамилеси өзгөргөнүн айтат. Бардык кыйынчылыктарга сабырдуулук менен карап калдым дейт 7 баланын энеси. Очень изменилось. Изменилось в том плане, что видишь, как люди идут, и очень жалко людей, которые живут в неверии, которые не видят истины, у которых закрытое сердце. Очень жалость к этому миру, к тому, что природу губят, Аллаху не поклоняются, а если поклоняются, то вводят какие-то нововведения, которые Аллах запретил этого делать, что этого делать нельзя, иначе потом будут отвечать в день суда все очень строго по этому отношению. А так, да, на мир смотришь уже веселее, зная, что скоро к Аллаху придешь, будет все хорошо, слава Аллаху. У нас в семье стало более понимание, более тихая семья стала. Дети такие более внимательные, послушные стали. То есть также читают намаз, а во время намаза, естественно, вырабатывается смирение, вырабатывается терпение, последствия, потому что процесс поклонения очень сложный в исламе, и поэтому дети уже привыкают с детства читать намаз и поклоняться так, как заповедовал нам пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям. Друзья, я не скажу, что относились очень плохо, нет, но родители никак не могли относиться, потому что у меня родителей уже нет. Они умерли, к сожалению, умерли в неверии. Ну, молюсь, прошу Аллаха милости для них в день суда, потому что все мы предстанем там. А брат у меня тоже мусульманин, поэтому у нас как таковых родственников, друзей уже не осталось здесь, и таких препятствий у нас в этом отношении не было. Даже вот моя работодательница, я немножко подрабатываю, помогаю мужу, она спокойно к этому отнеслась. Она, конечно, говорит, для меня это все темно, я это все не понимаю, мне этого ничего не надо рассказывать, но это твое личное дело. Я работаю швеей на дому, так как дети маленькие, мне приходится работать на дому. Там у меня есть швейные машинки, такой оборудованный мини-швейный цех. А муж работает столяром-краснодеревщиком, он делает мебель. Ну, до ислама, так как не знали Аллаха, было очень тяжело. А сейчас уже знаешь, что Аллах тебя не оставит, не покинет. Вроде бы трудности остались те же самые, но взгляд на них очень сильно изменился. Ну, у нас как не было жилья до ислама, мы жили уже, я лично сама живу без дома уже 20 лет. Я скитаюсь по квартирам. С мужем мы живем по квартирам чуть меньше, 15 лет. Ну вот, в принципе, та же проблема осталась. Но по милости Аллаха мы вот здесь уже живем 3 года.
Нас хозяева как бы не просят съехать и помогают нам. И вот когда был у нас трудности, же были карантин, никто не работал, было все закрыто. По милости Аллаха мы здесь жили бесплатно. Ну, у меня путь жизни был такой сложный, и я искала истинного Бога, Аллаха. Посетила очень много церквей. Я была и в православной церкви, я была и в церкви Иисуса Христа, я была и у свидетелей Иеговы. Но той истины, то, что я нашла в исламе, я не находила нигде. То, что вот действительно соответствует нашей жизни, то, что описание Корана доказано уже учеными, что Коран это есть истина, то уже нет сомнений в том, что истинный Бог он действительно Аллах. Ну, муж меня, как бы сказать, точно так не побуждал, но когда мы сошлись, он уже был в исламе. Он так ненавязчиво рассказывал, но принять ислам тоже было мое желание сердца и мое личное побуждение. Я как родилась, выросла здесь, в Киргизии, была православной веры. С мужем познакомились довольно-таки давно, до ислама еще у нас было уже, когда мы приняли ислам, уже были все 7 детей. У нас был такой небольшой инцидент, то, что мы расходились. Потом муж принял ислам. Через 2 года мы сошлись, я приняла ислам, приняли дети ислам. Ну вот так и живем здесь. Поклоняемся Аллаху, молимся, просим Его о помощи. Так как своего жилья не имеем, приходится жить на квартирах, то ну вот здесь уже по воле Аллаха живем. Мы как раз вот через эту семью и пришли в ислам, которые нас и побудили принять мужа ислам, потом и я сама уже решила принять ислам. Пришло все своим чередом. Таких трудностей я не скажу, что были трудности в этом отношении. Нет, вот в прошлом году у нас дочка держала 1-й раз пост, и вот как раз-таки тогда она приняла ислам и стала читать намаз. Она выявила желание, говорит: мам, я хочу держать пост. Я говорю: во время поста нужно обязательно читать 5-кратный намаз. Все хорошо. И вот мы всей семьей с прошлого года. И старший сын Дауд, он тоже точно так же спокойно. Вот этот весь процесс прошел спокойно, так как прошло под надзором Аллаха. То есть таких бунтарских высказываний, там, я не буду, я не хочу, не было. То есть вот то, что касается поклонения, было все спокойно. Да, в вопросе выбора одежды у нас немножко стоят трудности, особенно с дочей. Потому что привыкли ходить как вот все, а теперь нужно немножко себя ограничивать. Ходить в одежде, которая не обтягивает, не облегает. То есть она должна быть свободная, голова должна быть покрыта. Немножко, да, в этом были отношения сложности. Но по милости Аллаха мы с этим потихоньку справляемся. Ну, без дочери, конечно, детям с младшим сама выбираю. Они одевают то, что мама сказала. С дочкой 15 лет, ей уже не скажешь, вот это ты оденешь, вот это ты не оденешь. Да, здесь приходится с ее вкусом. Ну вот подбираем то, что ей нравится. Да, у нее есть длинные платья, которые мы ей купили, то, что ей понравилось. И она их носит. Ну, штаны мы любим больше. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, алиф, лям, мим. Ну, меня все время спрашивали, хочешь ты или нет, говорили, что, ну, там, мы тебя не заставляем, это чисто твое желание. Ну, потом, когда пост начали держать, я тоже захотела, и потом летом уже приняла ислам. После поста, получается. Да, вот только перед самым открытием хочется пить и кушать. А потом уже ничего не хочется. Ну, я представляю, как это все было, как это все будет. Такое спокойствие. Ну, это было очень сложно для меня. Ну и вообще, когда я принимала ислам, я даже, не думала, что так случится. Мы спонтанно вышло. Даже ничего так не успела почувствовать, потому что это все быстро произошло, но была какая-то радость за себя, что родители будут рады. Ну, у меня как таковых друзей нет, у меня вот подружек несколько, они тоже радовались за меня. Они русские, да? Одна русская, а еще 2 мусульманки. А как они тебя поздравили или как? Ну,
которая русская, она сначала была такая в шоке, типа, в смысле, как, зачем? А потом она сказала, блин, ну тебе вообще идет, круто, молодец. А которые мусульманки, они порадовались, поздравили меня, ну, одна, потому что только нас пока не знает. А так, ну, они нормально отнеслись, в школе тоже все нормально отнеслись. Я носила афгани и рубашку с платком. Белая была, да, у тебя? Да. Ну, я один раз одела зеленый с белым. Амина Маслова өзү сыяктуу ислам динине кийинчерээк кирген келиндер менен достошуп, катташып турушат. Есть, я познакомилась, Фатима, Амина. Фатима работала на рынке, а Амина держала свой швейный цех. Но вот сейчас Фатима ушла к ней помогать. Видимся сейчас, конечно, очень редко, очень жалко, потому что когда она работала на базаре, мы чаще виделись. Ну так созваниваемся, общаемся, рассказываем, делимся своими переживаниями, своими трудностями, поддерживаем друг друга. Каарманыбыз ислам динин кабыл алгандан кийин туш болгон окуяларынын айрымдарына токтолуп кетти. Айтымында экинчи уулу аскер кызматын альтернативдүү түрдө өтүүнү каалаган. Аскер түзүмү болсо жалгыз бой эне деп маалымкат жаздырып келүү керектигин айтышкан. Бирок Амина жалган айтуудан көрө уулумдун армияга барганы жакшы деп жалган күбөлүктөн баш тартканын кошумчалады. Ну, пока вот этот был самый яркий такой пример в моей жизни, то, что вот молилась, и действительно я получила ответ на свою молитву, то, что сын остался здесь, никуда не ушел, то есть он не будет учиться убивать людей, он будет поклоняться Аллаху. Ну, некоторые говорят, в основном, вот сколько вижу, мусульмане все радуются, кто вот мусульмане не, как сказать, по природе мусульмане, они все радуются, потому что многие, хотя и не покрытые, но читают, пост держат, вроде как намаз читают, но вот они рады. Русские относятся, ну, не скажу, что осуждающие так, ну, интересно, мне как-то спросили, а почему ты вот, сама женщина киргизка, говорит, а что тебя сподвигло покрыться? Я была в больнице на обследовании у врача, и вот она мне говорит, а что тебя сподвигло покрыться? Я говорю, ну как? Вообще-то женщина должна быть покрытой, вы же, говорю, мусульманка, должна знать об этом, что женщина должна открываться только мужу, а все остальные, то, что она должна оставаться загадкой и быть покрытой. Так велел Аллах, так велел наш пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям. Ну, также у меня были такой случай, что сыну армии 18 лет, и мы пошли с ним в военкомат. Я до этого очень молилась и просила Аллаха, что я не хочу, чтобы мой сын служил, но пусть на то будет твоя воля. Вот как ты скажешь, какое будет твое решение, я это приму так вот. Пришли с ним в военкомат, и нам сначала сказали, что в альтернативную службу вы не идете, вы идете служить в армию. Ну, смирились как бы с этим, пошли, потом мы еще раз пришли, а я говорю, конечно, я говорю, могла бы предоставить свидетельство о разводе, то, что я с мужем в разводе, а лейтенант или майор, он говорит, ну, предоставьте, я говорю, ну, так это же будет ложь. Я говорю, я-то солгу перед Аллахом, а в день суда же я буду за это отвечать. Для него это было очень большим удивлением. Он был очень удивлен, что у женщины русской, принявшей ислам, есть такой страх перед Аллахом, что она даже готова отдать сына в армию, чтобы только не соврать Аллаху. И мы через неделю должны были опять уже прийти последний раз на комиссию, и мы пришли, и тут вот так получилось, что мы заходим за личным делом, а нам говорят, ваш сын служит альтернативно. Это была такая милость Аллаха, это было столько радости. Я так благодарила Аллаха, что вот все случилось так, как вот я тогда молилась и просила у Аллаха. Каарманыбыз динди кабыл алганга чейинки жашоосунда эскерди. Ну, у меня еще сын Абдулязиз, который раньше мамы принял ислам, он еще и молился за нас, чтобы мы, вся семья была в исламе, как Аллах тоже, видите, ответил на его молитву, мы все в исламе и вся его семья. Он мне тоже помогал, как читать намаз, он со мной написал суру Аль-Фатиха на русском, как произносится, чтобы мне было легче заучить, потому что намаз читается на арабском языке. И вот эти две суры Аль-Фатиха и Ихляс, которые я вот выучила, записали мы с ним, я их выучила, и вот читаю намаз. А когда ваш сын принял ислам до вас, как вы относитесь? Мы тогда не жили с мужем, мы были в разводе. Но когда он приезжал ко мне в гости, и муж просил, чтобы я следила, чтобы он читал намаз, брат-то у меня уже был тоже в исламе,
И я его заставляла читать намаз, как приходило время. Я говорила: время намаза, иди читай намаз. Иди читай. Хотя сама в этом я тогда еще не верила, но его я контролировала, чтобы он читал намаз, чтобы все было вовремя. Ну, у меня был, оказывается, первый брак. Я вышла замуж, мне было тогда 16-17 лет, родила сына. Родила его в России, потом мы сюда вернулись. Когда сыну было 2 года, мы разошлись с мужем. Он меня выгнал, маму послушал родственников, выгнал, сказали, что такая жена тебе не нужна. И вообще ребенка она родила не от тебя. Я говорю: ну раз ты так считаешь, что ради Аллаха, ради Бога я уйду. И мы разошлись, и 5 лет мы не жили. Через 5 лет он, не знаю, что на него нашло, он сказал: давай сойдемся ради ребенка. У нас же есть ребенок, ему нужны родители. Мы с ним сошлись. Через какое-то время я забеременела 2-м ребенком. Он хотел, чтобы я сделала аборт. А я ему сказала: нет, я аборт делать не буду. Он сказал тогда: вон там Бог, вон там порог. До свидания, я тебя не держу. И я вот так с 2 беременная, с ребенком на руках осталась на улице. Ну, правда, у меня были пьющие родители в тот момент. Было сложно. С ними вообще было сложно жить на квартирах. Поэтому вот. Ну, как видится, Аллах меня вел потихоньку. Он мне посылал людей, пусть даже они были неверующие, но они меня поддерживали в тот момент. И когда моему 2-му сыну уже было 2,5 года, я познакомилась с мужчиной, который является вот отцом этих детей. Его тогда звали Володя, сейчас его зовут Абдулла. И тогда мы ходили вот как раз в эту церковь Иисуса Христа, где мы с ним и познакомились. И вот уже 16 лет мы живем. Он воспитывает моего 2-го сына как своего родного. Для него нет другого, для Димы, Дауда нет другого отца, кроме вот Абдуллы. Старшим сыном, конечно, были немножко сложности, потому что ему уже было 11. Он знал прекрасно, кто его отец. И вот он первое время бегал к папе то туда, то сюда. Но потом все-таки решил, что с мамой лучше, пусть даже с отчимом, но зато мама рядом, мама поддержит, мама это... и папу успокоит. Вот так вот мы... Дауд его очень любит, очень ценит, прислушивается. Сейчас вот они вместе работают, он осваивает профессию столяра. Они очень сильно изменились до ислама и после ислама. Это очень большие перемены. То есть муж сейчас меня больше понимает, больше слушает, больше поддерживает, спрашивает, как у меня, там в чем-то помогает. А до ислама было очень тяжело. Ну, когда мы жили до ислама, муж мне, можно сказать, он всегда приходил, ругался: что ты дома делал, такой дома бардак, что ты делаешь, ничего не хочешь, только сидишь, смотришь свой телевизор. А когда он пожил один уже, вот, приняв ислам, он жил один с 3 детьми. И когда мы через год, он год один прожил, потом год прожил с 3 детьми, и когда мы уже с ним сошлись, он говорит: как же я тебя понимаю, оказывается, как трудно находиться дома с детьми. Я говорю: вот ты был с 3 год, а я столько лет со всеми, с 7. И как ты думаешь? Один одно, второй второе, третий третье. И все требуют внимания, это очень тяжело. Амина Маслова орузу кармап гана калбастан 5 убак намазда окуйт. Алдыда араб тилин өздөштүрүп, Куран китебин араб тилинде өз алдынча окугусу келет. Ну, пока на русском читаю. Я арабский еще только начинаю учить, поэтому арабский читаю только на русском, смысловой перевод Кулиева. Ну, иногда что-то сложно дается, не понимаешь, но просишь Аллаха, чтобы пришло разъяснение, пришло правильное понимание того или другого аята из Корана. Дети учатся в обычной школе, но вот у нас есть желание Сару и Абдулязиза отправить учиться в Турцию, в медресе. А почему не в Кыргызстане? У нас же есть исламский университет, как бы. Они же все платные. А возможность, а там бесплатно. Возможности отправить здесь учиться бесплатно у нас нету, так как мы семья малообеспеченная. Даже своего жилья нету, а где деньги взять на их обучение? Это очень сложно. А какие планы на будущее у вас еще? Выучить арабский, читать Коран на языке пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А так даже поклоняться Аллаху, учить своих детей, чтобы они не отходили от истины. Ну, по мере возможностей, как бы объясняем их, ну вот есть такое желание, допустим, будет на то воля Аллаха, отправить детей учиться в Турцию в медресе, чтобы они там учили
нашу религию ислам, то есть у них было правильное понимание нашей религии, потому что всего мы тоже дать не можем, сами только учимся, и чтобы дети остались на этом пути, вот есть у нас такое с мужем желание сердца отправить их учиться в медресе.